район. Сюда в очередную рабочую поездку отправился временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Ради Хабиров. Авзелиловский район расположен в центральной части башкирского Зауралья и на восточных склонах Южного Урала. Половина территории района покрыта лесом. Здесь протекают реки Большой и Малый Кизил, Янгелька. Берет начало Сакмара. Есть 33 озера. Славится Авзелиловский район курортными зонами, но развито и сельское хозяйство. Здесь чтут традиции, и одна из них – Сабантуй. В 2019 году этот праздник совпал с форумом «Зауралье-2019», который днем ранее прошел в Сибае. Проходим. Так. Сабантуй кунактары безнең милли ризыктарыбыздан авыр итегез. Добро пожаловать, дорогие гости, на наш праздник Сабантуй. Вкусно? Кунактар, рахим итегез. Дома хорошая вещь. Человек, это нормально. Вот здесь, Ради Фаридович, мы поставили технику, которая у нас сохранилась и по 50-60 лет. Да, это вот те руки, которые все это бережно хранят. Здесь вот эти трактора тоже ходят уже у нас историю Казахстана, это Володарский. Да. Потом дальше пошли уже современные трактора, но сегодня у нас дальше идем там Зандира. Да, в этом году только 4 бюллера купили, по субсидии получили по 12 миллионов. Мы с этими комплексами тоже пассивными отработали они уже один раз уже. Мы в этом году дополнительно к этой, к тому, что есть, еще 500 миллиарда дали субсидии. Поэтому берите. Если проглотят эти 500 миллиарда, еще 500 миллиарда дадим. Ну, здесь К-700 знаменитый, он тоже сохранился у нас. Я, Что вы там пишете, Ради Фаридович? Я ему подпись дал. Насол его. Да, насол. Да, сол. Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать на благодатной Авзелиловской земле. Добро пожаловать! Заходите! Спасибо. Вот здесь мы показываем вам народное наше творчество, декоративно-прикладное творчество. Это изготовка наших традиционных паласов. Самое главное, самое почетное место в юрте – это был центр. Напротив сундука, и он назывался Турбаши. Это от этого слова пошло слово туре, глава. И сегодня вы у нас глава. Ждем вас в гости. Очень рады. Вообще я хотела бы с вами сфотографироваться. Но кто мне эту фотографию передаст? Я передам, давай. Хорошо. Славься, мой Башкортостан, ты свети медовый край, красоту родного края воспевает наш курай.
Очень красиво. А теперь поближе ко мне подойдите, пожалуйста. Очень хочется узнать, откуда вы. Так, руководитель пришел. Здравствуйте. Как вас зовут? А фамилия? Султанбаев. И что за коллектив? Миляш, коллектив. Откуда? Абзелилский район, село Аскарово. Нам вообще нравится Сабантой, а нынешний инвестиционный Сабантой, это вообще выше крыши, нам нравится очень-очень. Почему? Потому что мы ожидаем от этого Сабантоя в частности и от всех инвесторов дальнейшего благополучия, дальнейшего роста нашего Башкортостана. Нашего района в частности. Не могу вас не обнять. Спасибо вам огромное, хороших вам песен. Спасибо. Уважаемый Рани Фаритович, вас приветствует башкиры Учелинского района. Предлагаю вам показать свою богатырскую силушку в нашей национальной борьбе. Освободите нашей башкирской забавушки Сухмар Аргаду. Попробуйте максимально кинуть. Отходим! Рани Фаритович. Не, опасно, опасно. Вы батыр сможете. Давайте, все готовимся. Ура! Богатырский! А теперь это объявляем вас самым сильным батыром республики. И от учелинских батыров башкирская нагайка, знак самого сильного батыра республики Башкортостан. Ура! Какая длина дорожки, по которой мы идем? 550 метров, 21 одна юрта на сегодня. А кто у вас гости? Откуда? Со всех концов республики. Мы таким образом распределили юрты, чтобы было представлено из любых зон республики. Ну, интересно, судя по тому, что мы уже идем минут, наверное, 15-20. Но это наш местный Арбат. Раиф Рамазанович, поскольку вы все-таки исполняющий обязанности вице-премьера, курируете в том числе и строительство, и дороги, вот, те инвестиции, которые предполагаются в Республику Башкортостан, подразумевают они под собой или инвестиции и в эти отрасли? Ну, я думаю, дороги вряд ли инвестиции мы получим в ближайшее время, особенно за Урале, да? А вот все равно те инвестиции, которые после этого рабочие места, эти налоги, за счет этих налогов мы строим наши социальные объекты. Ну, и дороги за счет этого содержим и строим. За Уралом очень много дорог уже отремонтированных, с разметками, с хорошими знаками, которые отсвечивают. На лицо перемены большущие. Ну, планируем пригласить главу и показать начало нового объекта. Это 6-миллиардный объект на М5. Новый объект. Стоимость 6 миллиардов на 3 года. Что за объект? Это строительство по первой категории М5. Дорога? Да, дорога. У вас в этом году рекордный объем техзаказа. Это, такого еще в республике не было. Надеемся, что вот те вложения, вливания, которые делаем в нашу отрасль дорожную, это реально очень большой шаг вперед. Раиф Рамазанович, не могу вам не задать вопрос. Наша программа идет с хэштегом «Дома». Для Ради Фаритовича Хабирова Башкортостан дома, он вернулся. Но для вас ведь тоже Башкортостан это дома. Это моя родина. А есть еще малая родина, да, где я родился. Это Кугарчинский район. На моей земляке меня пригласили, я вот зашел к ним в гости. Вы нас тоже пригласили на чай? Если Приглашение нас пойдете, зайдем в юрту. Пойдемте. Мы были в Кугарчинском районе, немножечко показали, еще, конечно, не все. Вот особенности, скажем так, производства Кугарчинского района. Чем вы сильны? Сильны мы и коневодством, и кумыс. У нас несколько, не только в одном. В некоторых районах вообще мало где кумыс производят. У нас несколько ферм, которые именно производством кумыса. И даже у нас машинное доение есть.
итальянское оборудование, ну, в промышленных масштабах мы это производим и реализуем не только... да, Вот он, результат, да? Вот, да, результат. Раиф Рамзанович, а вы пьете? Я без помолчания не могу. Елена Анатольевна, знаете что? Вот вообще Кугашинский район богат чем? Ну, особенно, самое главное богатство — это люди. У нас вот знаменитые личности вот района написаны, когда на выходе вы посмотрите. Это наш первый президент Муртаза Губайдулович. Это Шагид Худайбердин. Он 29 лет был председателем, ну, как бы по тем временам, правительства Республики Башкортостан. 29 лет. Это один из первых, у нас столетие, да, республики. Он у нас один из первых председателей правительства Республики Башкортостан. Представляете, да? Это у нас Зайнаб Биишева, это первый народный поэт Республики Башкортостан, так? Ну, там я вижу Филиппов, Александр Филиппов, это народный писатель Республики Башкортостан. Ну, то есть у нас очень в районе живут хорошие, трудолюбивые, талантливые, очень способные люди, вообще супер. Кугашинский район всегда отличался хлебосолью, они умеют встречать гостей, провожать гостей. Ну, мне, наверное, там субъективное мнение, но никто не умеет так угощать за столом, да, и никто не умеет так вкусно готовить там, как, потому что моя мать в Кугашинском районе, она все то же самое делала, готовила. Вы знаете, я вот вас слушаю и думаю, интересная, конечно, команда у Ради Хабирова. Сидит рядом со мной вице-премьер, исполняющий обязанности пока до сентября. Сидит рядышком со мной глава района. Да. Просто, понятно, по-человечески, без пафоса, с искринкой в глазах. Нет, а что, какой может быть пафос? Тут, когда тебя в гости пригласили, ты зашел, да, тебя угощают. Какой может быть пафос? Когда люди такие, тогда пафоса нет. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Мед. Без меда Кугарчинский район и Республика Башкортостан никак, конечно же. Никак. В основном у нас идет цветочный мед и липовый. К сожалению, липовый чуть-чуть меньше, но липовый тоже есть у нас. И собирают вот сельхозники сажают гречку, гречневый мед бывает, горчичный мед. И в основном идет цветочный мед в Кугарчинском районе. Хорошего урожая вам. Нет, не хорошего сбора. Вот так Спасибо. правильно говорить. Спасибо. Как вам здесь? Замечательно, прекрасный праздник, здорово. Люди хорошие. Да, вот ты как раз вчера говорил, что когда вот официальная часть мероприятия, а когда выходишь на улицу, то что такие люди открытые, это, конечно, очень так, прям набираешься энергии. Но не было у вас ощущения, что вы работали в глубокой провинции? Наша провинция, как это, вот, я даже, в принципе, провинция — это состояние мозга, а не... Есть огромное количество провинциальных людей в Москве, сидят на печи, там болеют за свои футбольные команды и ничего не делают. А здесь люди прогрессивно мыслящие, с большой Ну, перспективой. с энергией огромной, конечно, да. Прям чувствуется, что люди хотят, люди... Это очень, конечно, поражает, здорово. Ну и вот, неожиданно, вы здесь, на земле Абзелиловского района в Республике Башкортостан. Впервые? В этой части, да. Добро пожаловать. Спасибо большое. Спасибо. Полная чаша, нирваны, полная чаша, дорогие, дорогие, дорогие наши, дорогие, дорогие, дорогие наши. Doğan yerinin kustanaslarından ауыл итегез. Отведайте наши гостинцы с Дуанской земли. Кстати, это местный журналист, так что вы коллеги. Магнитогорский металл. Приятно. Даша. Раиф Фрич, борьба куряж, говорят? впереди? Да, куряж. Куряж, правильно так? Да, куряж. А почему так называется? Ну, это борьба. Куряж — это борьба в переводе. Вот. Как у вас произношение? Вы, кстати, говорите по-башкирски. Я смотрю, так иногда твердо, а иногда робеете. Абсолютно точно подмечено. Понимаете, вот это очень важный вопрос. У нас как-то была такая
ну, мне кажется, неправильная позиция была, когда, если кто-то начинал говорить, и сразу на него шикали, ты тот звук произносишь По-башкирски? неправильно, или там неправильно произносишь то слово, и люди терялись. Вот я же все-таки такой в городе уже вырос, сформировался, и, конечно, я знаю язык, часть меня всегда со мной, и я тоже стеснялся, когда я начинал говорить, и мне говорили, вот это неправильно произносишь. А мне кажется, так не должно быть. Если ты говоришь хотя бы немножко, если ты говори на здоровье. Конечно. Конечно. Рафич, еще вопрос. А на каких языках вы вообще говорите? Ну, из иностранных я знаю 2 языка, английский и турецкий. Вот, из Башкирский и русский. Это родные языки, это не в счет. Дорогие друзья, поприветствуем наших гостей. Опа! Шимбайский парень. Да. За него болеете? Конечно. Конечно. Как Стивен? А вот ему интересно, я ему объясняю как раз, он спрашивает, это уже борьба или демонстрация? Я ему как раз объясняю, что это демонстрация. Опа. Чистый бросок, амплитудный бросок. Как он вообще оценивает? Do you like it? Very much. Yeah. Очень. Давайте. Мы приглашаем временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Радия Фаридовича Хабирова. Радий Фаридович, пожалуйста, проходите. И Стивен Сигал. Неужели они будут бороться? Да, они будут бороться. Пишите, смотрите туда. Без одежды специальной? Ну что, давайте, друзья, поболеем. Кто болеет за Радия? Не слышу голоса. Кто болеет за нашего американского гостя, за Стивена Сигала? Молодцы! Победила дружба. Второй выпуск Алташтар! Объявили комментария. Спасибо огромное. Thank you very much. Радий Фаридович, мы уж испугались, думали, вы тут начнете бороться по-настоящему. Пожалели? Ну как, мы уже... Политики? Мы политики, да. Thank you, Steven. You thought we were going to be fighting? You thought we were going to be fighting? Yes. It was my dream to do it. Рахмат. Все, идем. The president is here. Идем. Добрый день, уважаемые гости, дорогие друзья! Сегодня на Абзелиловской земле знаменательное событие. Впервые проводится Всероссийский инвестиционный Сабантуй, где присутствуют гости из разных стран и из разных уголков нашей необъятной России. Башкортостан, край белых юрт заветный, земля моя, ты всей стране видна, душа народа, будто терем светлый, открыта людям, добрых чувств волна. Bunda halk birbirine menge tuğan, Bul minen dostluk diyagim, Bul minen Башкортостан. Гостеприимная башкирская земля, гостей за стол огромный усади, пока звучит курай в твоих краях, всех медом диким, кумысом угости. Поприветствуем почетных гостей славного праздника, первого
Кадерлі достар, туғандар, Башқұртстанның ең яратқан барымыбыз білән, Сабантуй білән сізні ихлас құтлайым. Дорогие друзья, родные наши, спасибо, что мы все сегодня собрались. Я благодарю, что приехали практически все районы нашей родной большой республики. Я хотел всех поблагодарить, наших тружеников, за их работу, за то, что они делают нас лучше и помогают нам дальше жить хорошо. Я искренне желаю вам всем добра, благополучия, мира вашим домам. С праздником! Уважаемый Ради Фаритович, мы просим вас задержаться для проведения церемонии награждения. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство в системе агропромышленного комплекса почетными грамотами Республики Башкортостан награждаются Валиев Мавлид Гениятович, индивидуальный предприниматель муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. Медалью «100 лет Республики Башкортостан» награждаются Абдуллина Клара Хатаповна, ветеран педагогического труда, секретарь первичной организации партии «Единая Россия» деревни Кужаново. Хикметов Мират Ахмед Шарипович, ветеран труда, заслуженный работник культуры БССР, секретарь Абзелиловского райкома КПСС. Спасибо вам, Ради Фаридович, за ваши искренние поздравления и пожелания. Просим вас занять ваше место в гостевой трибуне. Мы за кулисами сцены, это артисты, которые ждут своей очереди пропустить, пожалуйста. Ах, вы ведущий. Как вам вести такое мероприятие? Ну, нормально ведем. Народу очень много. Да, народное гуляние у нас. Начали с хорошим таким задором. Спасибо. Продолжится все так же, Премия Russian World Music Award, группа Курайсы. Роберт, вы очаровали не только меня, очаровали всех. И несмотря на то, что это не площадка, где есть начало, есть конец, видны глаза людей, здесь огромная площадка, тем не менее вы, что называется, зажгли. Как вам это удается? Вы знаете, это все не я. Я просто прошу помощи у создателя и держу в руках вот этот волшебный инструмент. Это подарок наших предков. В нем есть сила, любовь и доброта. Как вам это удается? Вы выходите вроде бы как... Вот шаг, 2, 3, и сразу такая экспрессия. Вот, я не знаю, у вас пружина какая-то внутри, что ли? Я просто благодарен каждому мигу, возможности дышать, возможности то, что встает солнце, каждому удару сердца. А Курай – это подарок создателя нашему народу, нашим традициям. И поэтому мне это очень нравится. Не могу не попросить вас сыграть. Вы можете, конечно, отказаться, но все-таки, может быть, чуть-чуть для нас, для телезрителей канала БСТ. С удовольствием. Спасибо. Это Роберт Улдашев, Абзелиловская земля и Инвест Сабантуй. Салям. Очень впечатлило меня лично все, что мы видели. Вы побольше видели, чем я, но тем не менее, мне кажется, что вы тоже удивлены приятно. Да, очень много народу. Люди приехали на праздник.
Я вновь буду повторять. Я всегда, как давно занимаюсь политикой, и поэтому считаю, что в политике важно повторять и последовательно решать проблемы. Ни одного пьяного не вижу. Поэтому мы совершенно правильно сделали, во-первых, что... Трезвый Сабантуй. Трезвый Сабантуй. Вот. Во-вторых, очень много народа, и что важно, сюда приехали целые делегации, огромные делегации. Приехали даже северные районы, представляете, нет? Это вот мы чего пытаемся сформировать, мы хотим сформировать, знаете, атмосферу Единство. единства. Причем, что важно, чтобы и внутри глав было ощущение, что мы одна большая команда, взаимовыручка, поддержка. Вот это очень важно. Сабантуй в Абзелиловском районе продолжается. Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров на ипподроме. Там проходят скачки. Голоса наших болельщиков еще раз. Добрый день, друзья! Сегодня вы увидите 7 скачек и 1 заезд. Агат, Гульнас, Буян, Оскон, Буркот, Кирьян и Сибай. Выбирайте, кто вам ближе по духу, и имейте в виду, что дистанция 1500 метров. Если кони у нас соревновались всего лишь на дистанции 600, то вот здесь 1500 метров. Но я вот каждый раз поражаюсь, думаю, ну неужели Хабиров это умеет? Кто знает, в этом разбирается. У вас есть что-то такое, чему вы не разбираетесь? Полно. Да? Полно. Но во мне до сих пор неистребимая тяга учиться. До последнего вздоха человек рожден учиться. Не надо бояться, надо просто учиться. Вот мы сейчас, кстати, обсуждаем с Андреем Геннадьевичем историю. Мы, когда мы на бои ледовые провожали нашу дружину, Салат Юлаев, меня ребята попросили, подарили форму, и я пообещал ребятам, что я стану на коньке. Кататься на коньках. Все, вот мы как раз обсудили, мы создадим ночную хоккейную лигу, мы не будем забирать... Владимир Владимирович, да. Мы не будем забирать время у пацанов, но мы все равно допоздна работаем, и вот в ночь будем приходить, и 2 раза в неделю будем играть. Где вы силы возьмете на все это? А мне кажется, оно само даст силы, потому что спорт-то как раз и дает силы. Надо награждать? Мне да. И победительницу наших скачек. И, конечно, после памятных призов поздравления от временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Ради Фаридовича Хабирова. Под ваши аплодисменты, друзья! Спасибо вам, молодые наездники! Идемте. Инвест Сабантуй. Достаточно много соглашений, достаточно много миллионов предполагается, пока на бумаге, да, предполагается, что вернутся в проектах в республику, будут новые рабочие места. А вот какие проекты, на твой взгляд, в первую очередь нужно развивать? Или мы сейчас зависим от инвесторов? Что дадут, Знаешь, то дадут? не бывает тут первых и вторых очередей. Каждый ларек должен иметь возможность развиваться. Каждый мелкий предприниматель должен иметь возможность взять кредит, что-то сделать, о чем-то помечтать, что-то придумать, куда двигаться. Это во многом вопрос веры, как это ни странно. Развитие бизнеса, инвестиций. Люди верят в себя, во власть, в то, что вокруг них происходит. Что получается? Нет, значит нет. Вот эти вот мероприятия способствуют тому, что люди начинают верить. Раз собираются такие серьезные люди, дают серьезные обещания, значит все будет. Нет, ну подожди, люди верят, но власть должна соответствовать, власть должна... Ну, конечно, после того, как они поверили, надо их, собственно... Не разочаровать? Не разочаровать, надо сделать то, что пообещали. Да. Сделаем? Конечно, сделаем. Ну и тоже хэштег дома, и для тебя тоже дома? Дома, конечно, дома. Надеюсь на это, надеюсь навсегда. Мы тоже надеемся. Спасибо. Я думаю, вам будет. Итак, заключен договор, заключено соглашение о развитии Мраткина. Это большое дело, большое значение для Башкортостана имеет. С вами, я так понимаю, вы представитель или вы директор компании «Садовое кольцо»? Я руководитель компании «Садовое кольцо». Мы подписали соглашение. Это Подмосковье? Да. И глава Белорецкого района, и Мраткин находится на территории Белорецкого района. Вот, казалось бы, такое Подмосковье, где Белорецкий район. Однако вы нашли общее понимание? Ну, у нас есть опыт, мы в Татарстане строим достаточно много. И когда мы приехали в Белорецкий район, глава нам показал эту горку. Мы поняли, я уже говорил, что просто зимней горкой не обойтись. Мы как раз хотим создать всесезонный семейный курорт.
там есть все возможности. И приехав летом, мы сейчас убедились, что народу очень много. Просто надо дать инфраструктуру и то качество, которое люди хотят и уже заслужили. А сколько денег вы готовы вложить в Мраткино? Мы посчитали, примерно это около 6 миллиардов. А как вы готовы освоить эти 6 миллиардов? Ну, мы всеми силами готовы совместно трудиться. И приятно, что именно вот знаковое событие произошло на первом Инвест-Сабантуе. Для нас это важно. И то, что развитие туризма является одним из якорных направлений развития Белорецкого района, это всем давно известно. Ну а вот с этим значимым для нас проектом мы действительно не просто разовьем еще больше туристическую отрасль, это станет еще больше способствовать узнаваемости нашей республики. Это прекрасно, но вопрос у меня все же еще к вам. Что конкретно вы построите в Мраткино? Я задаю вопрос от имени всех телезрителей, всех спортсменов, всех просто отдыхающих, которые любят Мраткино. Не испортите ли вы те природные особенности, которые есть? Нет, ни в коем случае. Мы как раз их будем подчеркивать. Да, мы немножечко добавим горнолыжных трасс, потому что на сегодняшний день для того количества людей, которые мы ожидаем, их немножко маловато. И мы их сделаем более интересными. Но для того, чтобы было им комфортно находиться, я имею в виду посетителей, мы построим 2 отеля достаточно больших, мы построим много апарт-отелей. То есть мы рассчитываем где-то на посещаемость 2 миллиона. То есть мы должны подготовить возможность, чтобы 2 миллиона в год. То есть мы готовим 2-2,5 тысячи койко-мест на ежедневное принятие. Масштабно. А вы знаете, по-другому инфраструктура не заработает, потому что нам нужны люди, чтобы приехали, чтобы они шли в кафе, в ресторанчики, чтобы работала вся структура. Если мы сделаем меньше, значит, у нас не будут коммерсанты работать в кафе и в ресторанах. А что, в Подмосковье нет таких площадок, где можно развернуться? Есть. А чем вам привлекателен Башкортостан? А вы знаете, вот я где-то лет 5 назад думал, надо, чтобы развиваться, надо изучать всю страну, смотреть самые лучшие регионы какие-то. А жизнь подсказывает так, что что-то тебе приходит, ты приезжаешь и влюбляешься. И это, не знаю, можно считать, что это знак, можно считать, что это просто воля случая. Но так вышло. Я влюбился в это место, и я увидел, что у нас все может получиться. Дай бог удачи и нам, хороших трасс, хороших отелей, хороших перспектив и настроения. Спасибо вам. Откуда такое юное дарование? Мальчик из нашего района, он неоднократный участник всевозможных конкурсов и победитель. Куда теперь вы нас ведете? Сейчас мы в деловую зону обсудим, в рамках, мы не будем забывать, что у нас инвестиционный Сабантуй, у нас ряд деловых встреч и в целом много очень тем, касающихся инвестиций. Сейчас сядем, обсудим. Ральф Ильич, мы сейчас обсуждали с представителями Подмосковья компании «Садовое кольцо», развитие Мраткино. Удивились масштабу? Знаете, у нас есть несколько точек, куда мы ищем инвесторов. И мы реально, я искал полгода, кто придет в Мраткино, кто построит современные инфраструктуры для зимнего отдыха. Но это должен быть сильный игрок. Садовое кольцо – это сильный игрок. Объем инвестиций 6 миллиардов. Представьте, да, это, как говорится, на улице не валяется. Что понравилось? Они полгода готовили очень серьезные концепции и нам ее представили. Поэтому он уже стал членом нашего такого сообщества башкирцев. И с удовольствием, видите, сегодня приехал к нам на Сабантуй. И ему интересно это все. Что меня порадовало, это обязательство сохранить природные особенности Мраткино. Во-первых, вы знаете, сейчас столько регулирующих норм, столько надзорных структур. В принципе, сейчас, знаете, сумасшедших нету, которые будут идти на нарушение экологического законодательства. Это и уголовная ответственность, это и серьезные штрафные санкции. Мы обязательно очень щадящие будем. Но ведь природа тоже должна. Люди же сейчас, понимаете, все-таки благосостояние растет, и людям все-таки каждый раз нужно и сервис улучшать, и какие-то новые активности давать, чтобы вот так семьями все приходили, отдыхали зимой. Они и летний туризм тоже обязуются развивать? Значит, там будет ведь очень много социалки всевозможной, спортивной, культурной.
вот одна из обязанностей наших, которые вот они инвестируют, соответственно, 6 миллиардов, одна из обязанностей наших, что мы, пока не определили место, для Белорецка построим большой концертный зал. Понимаете, чтобы Даже так? уже, да, потому что такая синергия будет, чтобы люди могли вот днем покататься, потом вечером пойти на концерт какой-то. А когда вот заработает уже, сюда и артисты будут большие приезжать. Конечно. И наши театры, и наши артисты приезжать, поэтому так. Радий Федорович, ведь есть уже крупные проекты тоже, помимо этого. Откровенно говоря, самый крупный проект, конечно, это было наше подписание с УГМК по разработке подольского месторождения. Мы немножко поддавливали наших коллег, потому что они немножко сроки все переносили начало разработки. Но договорились, что мы, условно говоря, во второй половине августа уже первую закладку сделаем, и они начнут горно-проходческие работы разрабатывать. Это инвестиции порядка 40-50 миллиардов рублей. Мы даже не можем представить. Амахат. Но это не будет вторая история с Сибайским карьером? Нет. Мы все нам это нужно? Нет, нам это не нужно, чтобы повторялось. Мы все обожглись на этом. Я потом Сибайский карьер не надо в этом смысле обвинять УГМК. Эта история имела отношение, разрабатывалась еще в 60-е годы. И вот эти остатки, которые произошли... Последствия. Да. Просто поскольку подземной выработкой карьеры занимается УГМК, поэтому УГМК все ровно, я считаю, и с правовой точки зрения, и с точки зрения ответственного бизнеса принял все необходимые действия и сейчас завершает. Кстати, потери у ГМК исчисляются на данный момент более миллиарда. Спасибо, деловая часть, не будем мешать. Исполняющий обязанности главы Башкортостана Радий Фаридович Кабиров. Радий Фаридович, добро пожаловать на нашу молодежную секцию по молодежному предпринимательству. Мы назвали ее следующим образом. Делать бизнес в Башкирии нельзя, уезжать. Где поставить запятую? Все здесь собравшиеся хотят услышать вас, какие у вас есть мысли на эту тему. И что делать, чтобы именно малые территории развивались посредством тех, опять же, молодых людей, которые, не уезжают отсюда, остаются здесь. Б, развивают здесь предпринимательские проекты. Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья. Конечно, надо оставаться в Башкирии, конечно, надо заниматься своим делом или там развиваться. Я знаете, мог бы сидеть, почивать на лаврах. Башнефть там в этом году 35 миллиардов также инвестиций сделать, Салават, Газпром, нефтехим еще. Налоги платятся и бюджет формируется, но я точно понимаю, что там нормальные предприятия работают, они социально ответственные, государственные предприятия. А там, где я могу сделать рывок для нашей республики, или по крайней мере такую положительную тенденцию вверх, это создать условия для развития бизнеса, чтобы каждый человек мог немножко зарабатывать для себя, потом создал 2 рабочих места, там начали зарабатывать. И в то же время я для себя четко констатирую, что среда, мы ее сейчас ломаем, среда была не очень дружелюбная в отношении бизнеса, не очень. Я со многими главами муниципалитетов, когда начал знакомиться, разговаривать, я понял, что многие главы вообще не ориентированы на это. Это очень важный момент. Поэтому многие показатели, по которым я буду оценивать деятельность наших глав муниципалитетов, это ровно то, как чувствует себя бизнес. Это все такие шаги к тому, чтобы главы поняли, что вы главные для них, и что не они для вас, а вы для них. А второе – это создать уже непосредственно инфраструктуру для ведения бизнеса. Мы из года в год будем повышать все меры по субсидированию и так далее. Знаете, мы еще одну интересную вещь обнаружили, что вокруг тех многочисленных структур, которые дают деньги на развитие бизнеса, присело такое, знаете, уже как грантоеды появились, также появились всевозможные прилипшие к этим структурам по разным там, кто сват, кто брат, просто присели и пушат эти гранты, а до общей массы не доходит. Поэтому здесь, еще раз говорю, мы большую инфраструктуру будем создавать для бизнеса. Это и индустриальные парки, и технопарки, и, соответственно, все меры субсидирования. Такое ощущение, что в республике не хватало определенной движухи, понимаете? Не было ощущения того, что ты живешь в крутой республике, что ты живешь, что ты круто считать себя башкортостанцем, что я из Уфы, что мы такие. Вот этого не хватало. Мне кажется, это мы ломаем. Понимаете? Появятся улицы, дороги, они появляются, строятся дороги, кинотеатры, садики, школы. Это все будет появляться, и жизнь тогда комфортнее станет. И тогда человек подумает, может быть, мне все-таки зарабатывать дома 50 тысяч
но ребенка своего через садик водить, утром просыпаться с любимой женой, чем уезжать на те же севера, зарабатывать 100 тысяч рублей, но не видеть ни жену, ни детей, ничего. И, в принципе, это тяжелая работа. Это я к вопросу о том, что у нас миграция. Я сейчас единственное, что хочу вас попросить. Понимаете, некоторые вещи быстро не будут. Я вообще сторонник быстрых решений, но я твердо понимаю, что вот этот огромный корабль наш управленческий, огромные сложившиеся стереотипы, типы мышления и руководства, это займет определенное время. Наверное, в моем понимании, выхлопы от бизнеса мы будем получать в денежном выражении, ну, где-то, наверное, года через 2, вот так вот, да. Просто вы поверьте нам, пожалуйста, что мы тут дурака никто не валяет, мы серьезно работаем, и по каким-то вещам, нескромным, может быть, у нас уже что-то получается. Поэтому поверьте в нас пока, поверьте, просто поверьте, что вот такие. Мой предыдущий жизненный путь не давал никому возможности говорить, что я там кого-то обманывал, вел себя неправильно и так далее. Поэтому и вся команда управленческая примерно на это заточена. Спасибо. Перед молодежью выступили? Да. Комфортно? Понимаете, да, комфортно, но просто мало еще мы работаем по времени. И реальные ощущения того, что что-то мы для них сделали, еще им не прилетело. Поэтому я их попросил нам поверить, просто поверить на слово. Понимаете, не поверят, ну... Да нет, да, вам верят, вы посмотрите, верят. Поэтому верят, вот верят. такая. А это, знаете, как обязывает? Потому что нет ничего... Для нас, мы уже взрослые, для нас важно уже наше собственное имя, что вот, чтобы про меня не говорили, моим детям не говорили, что вот у него отец обманывал, понимаете? Вот мы уже этими понятиями живем. Это очень важное понятие, и на сегодня мы на этом ставим мини-точку. Спасибо. Домой? Домой. Все, домой. Спасибо.